С каждым вздохом я укрепляю вашу решимость и питаю вашу веру, чтобы вы оставались стойкими в моих учениях, уверенными и решительными. Представьте, что вы носите доспехи непреодолимой храбрости, словно воин, чей дух силен, как стальная крепость. Никакая сильная сила не сможет вас сломить. Против тебя восстанут орды, но посреди этого смятения я шепчу тебе на ухо священную истину, тайну, предназначенную только для тебя. Этот факт является свидетельством моей безграничной любви к тебе. Держите это глубоко в своем сердце, потому что вы были избраны смело выступать во имя мое. Получите возможность совершать удивительные вещи, достигать величия и вечно поддерживать пламя своих мечтаний и стремлений. Придерживаясь видения светлого будущего. Убежденно подтвердите эту истину, и пусть ваш голос эхом разнесется на небесах. Я не слабый, я символ силы, мудрости и мужества. Я готов встретить и преодолеть любой вызов, борьбу или невзгоды, которые может принести этот день. Я не кланяюсь своим противникам. В противостоянии я стою твердо, всегда готов к бою. Мое рвение пылает сильно, и меч истины всегда под рукой. Я готов к победе, уверен, что мои мечты сбудутся. Я здесь сегодня, чтобы поговорить с вами, потому что вы – живой символ этой удивительной силы. Никогда не сомневайся в своей ценности и не удивляйся потенциалу, который таишь в себе, моя любимая дочь. Каждый новый день я прихожу к вам, чтобы обновить ваш дух и напомнить вам о вашей смелости и силе в ежедневных битвах, с которыми вы сталкиваетесь. Вам важно знать, что, несмотря на все попытки ваших противников обескуражить вас, я всегда рядом с вами, протягиваю руку, чтобы обеспечить вашу победу. Каждое слово ободрения, которое я даю вам, и каждое семя веры, которое я сажаю в ваше сердце, питает и укрепляет ваш дух. Чувствуете ли вы, как внутри вас растет энергия? Если да, поделитесь этим со мной в комментариях, сказав «Слава Богу». Дорогая моя, просто вырази свое желание, и оно исполнится, даст Бог. Я говорю вам не о мимолетных желаниях или материальных благах, а о чудесах, безусловной любви, исцелении вашей души, обильном обеспечении и прощении. Я не только даю тебе то, что тебе нужно, но даже больше, потому что ты научился мудро использовать таланты, которые я тебе доверил. Не тратьте их на временные вещи, а вкладывайте в то, что действительно вас обогащает. Если вы справитесь с этим мудро, вы увидите приток благословений, превосходящий ваше воображение. Покажи мне свою искренность. Я живу как настоящий герой, храбрый и стремящийся выполнить свою волю. Через вас чудеса достигнут народов. Исцеление достигнет больных, благодать будет распространена на детей и стариков, голодные будут накормлены, а угнетенные будут освобождены. Ваша семья также станет проводником моей силы, где вы глубоко испытаете необыкновенное. Это благодать, которая окружает тех, кто любит меня, кто не прячется за оправданиями, но сдается с непоколебимой верой в мою любовь и мои способности. Эти слова для тебя словно маяк, освещающий новый путь. Вы не заблудитесь и не запутаетесь. Сегодня я здесь, чтобы провести вас в мир чудес. У ваших детей будут видения, а у взрослых будут необычные сны. Ваши духовные глаза будут открыты для тайн, которые другие не видят, раскрытых благодаря вашей сильной вере.
Но я хочу видеть тебя на утренней и вечерней молитве, и ты просишь обо мне без перерыва. Что ж, шаг за шагом я отвечу на ваши искренние просьбы. Я также хочу видеть благодарность за каждое благословение, которое я получил, и большую радость, когда вы уделяете мне время для поклонения, потому что вы верите, что у меня есть для вас что-то лучшее. Теперь позвольте мне стать свидетелем роста вашего сердца. Прослушав это сообщение, запишите причины быть благодарными. Если вы ничего не нашли, вспомните случаи, когда вы чудесным образом решали свои проблемы. Подумайте о тех случаях, когда вы присутствовали, даже когда чувствовали себя отстраненными. А теперь скажите в комментариях: «Спасибо тебе, Бог, за все твои благословения». Напишите это с сердцем, полным благодарности, и почувствуйте, как ваша душа поднимается от мужества и божественного дыхания. Я глубоко вовлечен в вашу жизнь. Я надеюсь, что ваша вера непоколебима и ваше сердце спокойно. Мне очень хочется обнять тебя и поговорить с тобой, чтобы ты мог услышать мой голос и увидеть мои действия, подтверждающие мою любовь к тебе. Каждый новый день приносит новые испытания, но я здесь, рядом с вами, утром или вечером, чтобы укрепить вас и провести через все испытания. Даже когда вы сталкиваетесь с новыми препятствиями, моя милость обновляется. Я готов окутать тебя своей силой и дать тебе возможность сопротивляться. Я рад видеть, что ваша вера теперь сильнее, чем когда-либо, и вы бесстрашны перед лицом любых невзгод. Я чувствую себя в безопасности и уверенности, потому что твоя любовь ко мне и твоя непоколебимая вера в меня, твоя защита и сила. Вы созданы для достижения необыкновенного и преодоления любых препятствий. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь этапы достижения вашей божественной цели. Мои ангелы рядом с вами, обеспечивая ваш успех во всех начинаниях. Гнев противника будет бесполезен перед лицом вашей смелости и моей непоколебимой поддержки. Будьте стойкими и уверенными в себе, потому что с каждым вашим шагом вы приближаетесь к достижению своей божественной цели. Не позволяйте текущим обстоятельствам разочаровывать себя. Отправьте легион небесных ангелов, чтобы они помогли вам на пути к победе. Наблюдайте, как вы побеждаете во всех сферах жизни, заставляя своих противников отступать в поражение. Наполнитесь смелостью. Помните, что вы не только выживаете, но и процветаете под моим присмотром. Ваша вера в мое слово и ваше непоколебимое доверие моим обещаниям – ваша защита и сила. Вы созданы для достижения необыкновенного и преодоления любых препятствий. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь этапы достижения вашей божественной цели. Я решил показать миру мои чудеса, чтобы вы могли стать живым свидетельством моей удивительной силы внутри вас. Меня наполняет радость, когда я вижу, как ты процветаешь, как твоя жизнь защищена, твоя семья охраняется, а твое сердце переполняется смелостью и радостью за жизнь и трудности, с которыми ты сталкиваешься, а также за твое служение мне. Я очень ценю вашу преданность делу и искреннее желание поставить меня превыше всего. Ожидайте грядущие благословения, когда вы ищете меня в молитве, поклонении и хвале. Ваши слова глубоко трогают мое сердце, и мне нравится слышать ваши выражения любви и признавать их искренность. Вы много раз показывали это своей верой и действиями.
Каждый день ты подтверждаешь, что я необходим в твоей жизни и что ты можешь на меня положиться. Моя дорогая, я тоже чувствую к тебе столько любви. Сегодня я хочу предложить вам отбросить свои заботы и проводить больше времени со мной. В эти моменты общения я делюсь с вами моей благодатью и благословениями, укрепляю ваше сердце и раскрываю, насколько глубока моя любовь к вам. Мое истинное желание – направить вас в лучшее место, чтобы вы могли процветать даже в трудные времена и превратить свою жизнь в источник света и надежды для других. Моя любовь будет твоей поддержкой в трудную минуту. Знайте, что вы никогда не одиноки, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами, вы не сломаетесь, когда переживете трудные времена. Вы не будете уничтожены. Это обещание и благословение, которое я предлагаю тем, кто любит меня, тем, кто считает меня своим Богом и Учителем. Заявите сейчас в комментариях: «Бог – Господь моей жизни». Радуйся тому, что ты мой сын или дочь, радуйся, зная, что ты можешь прийти ко мне со своими нуждами. Пусть твоя душа наполнится миром, моим словом и моей волей, зная, что я всегда слышу твои молитвы и отвечу на них. Поверьте, если мне кажется, что я тороплюсь, то это потому, что я готовлю все самое лучшее для вашего будущего, вашей семьи и вашей души, чтобы вы могли добиться успеха во всех сферах. Придите, ощутите мою благодать, возрадуйтесь моему милосердию и найдите минутку, чтобы погрузиться в мое присутствие. Позвольте себе быть окутанным моей славой. Я чувствую себя таким счастливым, когда ты думаешь обо мне, даже в самые загруженные моменты твоего дня. Каждый раз, когда вы закроете глаза, даже на короткое мгновение, и скажете мне несколько слов, вы почувствуете, как тепло моей любви наполняет ваше сердце, а мой мир успокаивает вашу душу. Моя любовь к тебе непоколебима, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся вместе. Каждая трудность, через которую мы проходим, укрепляет вас. Может возникнуть множество сложных ситуаций, но ваша вера в меня придает вам смелости. Не позволяйте трудностям напугать вас, смело встречайте их и сосредоточьтесь на моих обещаниях и словах, которыми я поделился, чтобы ободрить ваше сердце. Я никогда не отказывался от тебя в трудные времена. Я всегда был рядом с тобой, облегчая бремя твоей души и заменяя твое горе радостью. Если ты искренне ищешь меня каждый день, если ты находишь минутку, чтобы побыть в моем присутствии, если ты предаешь свое сердце истинному поклонению, если ты взываешь ко мне всей своей душой, знай, что я услышу тебя и подниму тебя. Я полностью осознаю все, через что ты проходишь, и чувствую твои чувства, когда ты доверяешь мне, когда ты делишься со мной своими переживаниями и когда ты вручаешь свое будущее и планы в мои руки. На небесах для тебя праздник, и ангелы посланы, чтобы защитить тебя. Я бросил им вызов. Те, с кем вы столкнетесь, будут побеждены не вашей силой или мудростью, а силой моего духа. Вы успешно выйдете из любой ситуации, потому что я рядом с теми, кого люблю, и благословляю тех, у кого есть смелость верить. С другой стороны, те, кто позволяет негативу омрачать свои мысли, кто игнорирует мою истину, кто не ценит мое слово и недооценивает любовь, ищущую исцеления и спасения, не будут благословлены так же, как те, кто истинно верит в меня. Я ищу с открытым сердцем. Я внимателен к твоим молитвам, особенно во времена отчаяния, когда ты возлагаешь их предо мной.
Вскоре вы увидите, как будут даны ответы на ваши просьбы и как вы будете укреплены и возвышены моей любовью и силой. Любите меня, ищите меня, смиряйтесь перед мной, сохраняйте стойкость своей веры и подтверждайте свою приверженность мне, и никакое зло не придет к вам. Ты под моей защитой даже в трудную минуту. Продолжайте верить этому обещанию. Если кто-то уйдет из вашей жизни, если закроется дверь, если вы потеряете что-то материальное, не бойтесь. Вы все еще здесь. Я люблю тебя и всегда рядом с тобой. Ты занимаешь особое место в моем сердце. Исцеление, комфорт и присутствие Святого Духа гарантированы. Поймите, с какими битвами вы сталкиваетесь, и я здесь, чтобы принести мир и убедиться, что вы ни в чем не нуждаетесь, пока вы продолжаете выполнять свои повседневные обязанности. Делайте это с уверенностью в том, что ваш Небесный Отец глубоко любит и защищает вас. Изменения, которые вы замечаете, препятствия, которые устраняются, и негативное влияние, которое сдерживается, это все мои действия и вмешательства в вашу жизнь. Не стесняйтесь двигаться вперед в своей деятельности или сдерживаться из-за страха перед неизвестным. Продолжайте молиться, будьте благодарны и двигайтесь вперед во всех сферах своей жизни. Вы находитесь под моей опекой и защитой, как часть великого божественного плана. Празднуйте сами небеса вместе с моими ангелами, которые будут защищать и направлять вас. Ваши проблемы будут решены не вашей собственной силой, а силой моего духа, который возобладает в любой ситуации, потому что я рядом с тем, кого люблю. Я благословляю тех, кто доверяет мне. Пусть это знание проникнет в ваше сердце. Всегда помни, что ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и что в моих руках ты всегда найдешь безопасность, силу и вечную любовь. Не оставайся в стороне от меня или кого-либо еще. Мое желание излить благословение в вашу жизнь превосходит все, что вы можете себе представить. У меня есть способность творить невероятные чудеса. Я могу стереть ошибки твоего прошлого и открыть путь в светлое будущее. Поймите жертву, которую я принес ради вас на кресте, неся за вас ваше бремя и страдания. Поверьте мне, я здесь, чтобы освободить вас от вины и облегчить бремя отчаяния в вашем сердце. Вы заслуживаете жизни, полной благословений, которые вас ждут. Я обещаю вам мир и процветание. Я поместил вас в место, полное моей любви, где вы будете чувствовать себя ценным и в безопасности в любое время и при любых обстоятельствах. Искорените чувство одиночества, пустоту глубоко внутри вас и голоса, шепчущие о надвигающейся катастрофе. Если предательство довело тебя до слез, то теперь моя слава окутает тебя. Я здесь, чтобы прошептать любовь в твое сердце, перевязать твои раны, поднять тебя с земли и направить к светлому будущему. Не грустите о тех, кто не знает себе цену. Освободите из своего сердца тех, кто причинил вам боль. Если они решат уйти, отпустите их. Если вы хотите вернуться, подумайте хорошенько. Будьте осторожны с теми, кто слишком быстро отдает свою привязанность. Если эти слова каким-то образом тронули ваше сердце, дайте мне знать в комментариях, написав «Мне нужно было это услышать». Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Я беспокоюсь о вашем сердце и эмоциональном благополучии. Позвольте мне позаботиться обо всем по-своему.
Будьте терпеливы, учитывая, сколько времени это займет. Не ждите, что те, кто причинил вам боль, отплатят вам. Признайте свою ценность и относитесь к себе с добротой. Я здесь, чтобы направлять, защищать и заботиться о вашем сердце, как голубь заботится о своих птенцах. Ваша душа будет спасена. Ваш дух будет утешен. Многие тайны будут раскрыты в будущем. А пока я желаю тебе воспитать здесь, на земле, проблеск рая, чувство вечной любви и божественной нежности, превосходящие самые яркие звезды, окутывающие тебя теплыми, сияющими объятиями. Я хочу благословлять тебя, любить тебя и защищать тебя. Поверьте, позвольте мне распоряжаться вашей жизнью. Оно в моих заботливых руках. Позвольте мне организовать ваше окружение и отношения. Я никогда не хотел, чтобы ты шел один, неся на себе груз своих нужд и страхов. Не бойтесь, не цепляйтесь за материальные вещи. Пока вы живы, есть нечто большее, чем надежда. С верой открываются двери чудес. Поделитесь со своими близкими моей любовью к ним, полной тепла и покоя. Положите руки им на плечи, посмотрите им в глаза и скажите: «Бог любит тебя, и я тоже». Не стыдись плакать. Сегодня чудо исцеления и восстановления начинается в вашем доме. Это божественное благословение, которое я посылаю, растет и приближается. Примите его с благодарностью. Ты услышишь мой голос, ты наполнишься покоем и поймешь, что моя любовь всегда с тобой. Я люблю тебя, и мои благословения на тебе. Моя любовь окружает тебя. Я слышал ее рыдания. Твои мучительные мысли приходили ко мне, как пылкие просьбы. Я держу их в руке. Мое сердце слушает каждое твое слово. Это не осталось незамеченным. Даже если вы думаете, что ваши опасения были проигнорированы, я здесь, чтобы заверить вас, что я рядом. Я вас услышал и отвечу. Это вопрос, который только мы знаем, будет решен. Все обернется в вашу пользу, поверьте, это уже происходит. Приходите ко мне сегодня со всей вашей уверенностью. Ты говорил со мной вчера, но жизнь продолжается и наше общение продолжается. Не упусти возможность открыть мне свое сердце. Не притворяйтесь, что все идеально, или что вы можете сделать это в одиночку, или что вы уже достигли всех своих мечтаний. Не уходи, особенно когда ты счастлив. Жизнь полна сюрпризов, и я хочу укрепить вашу веру, чтобы справиться с предстоящими трудностями. Я знаю, что ты все еще любишь меня, даже в минуты радости. Настоящее счастье не является полным в мое отсутствие. Если ты будешь действовать в одиночестве без меня, твоя душа охладеет и тебя охватит безмерное одиночество. Слова, которыми я делюсь сегодня, являются любящим напоминанием. Давай продолжим наше путешествие вместе. Ты и я продолжайте искать меня, продолжайте молиться и свидетельствуйте о моей любви, заботе и благословениях на вас. Он спокоен. Я облегчу твои заботы. Позвольте себе на мгновение отпустить все свои тревоги и отвлекающие факторы и откройте свое сердце тому, что я хочу сказать. Я здесь для тебя. Даже если те, кого ты любишь, подводят тебя, я рядом в трудные минуты и когда ты чувствуешь себя одиноким. Моя любовь и защита всегда рядом с тобой.
Я твой Отец, твой Бог и твой друг. Может быть трудно понять, что есть кто-то, кто любит вас так сильно, любовью, превосходящей ваше воображение, нежностью, которую вы никогда раньше не испытывали. Перестаньте быть так строги к себе и думать, что ваши ошибки делают вас недостойными любви. Не наказывайте и не унижайте себя. Такие ситуации приведут только к печали и депрессии. Я здесь, чтобы открыть вам глаза и дать вам ясно увидеть, кто я для вас. Я изменю твое сердце и заставлю тебя по-настоящему поверить в меня. Если ты действительно доверяешь мне всем сердцем, покажи это сейчас в комментариях, написав «Я доверяю тебе, папа». Приходите ко мне, особенно когда вы чувствуете усталость и изнеможение. Подойдя ближе, вы обретете покой, который ищете, и комфорт, который вам нужен. Я не хочу, чтобы твои дни были полны трудностей, или чтобы ты просыпался с чувством грусти и безнадежности. Моя жертва, смерть и воскресение – доказательство моей любви к тебе, дающее мне возможность жить с божественной радостью. Сегодня я разорву цепи, которые мешали вашему росту. Узы, которые держали вас в плену, теперь разрушены, уступив место благословенному будущему, которое я запланировал для вас. Не оглядывайтесь назад в поисках подтверждения от тех, кто когда-то вас сдерживал. Выбор любить меня и двигаться дальше только твой. Ваш мир и счастье – мои приоритеты. Оставайтесь стойкими и смелыми и уверенно двигайтесь к новой жизни, которую я вам предлагаю. Ваше благословение гарантировано, и вы скоро это увидите. Доверьтесь моему слову и примите его с верой и радостью. Не увязайте в прошлых ошибках, ваше будущее впереди вас. Не тратьте энергию, оглядываясь назад. Когда ты чувствуешь себя слабым или подавленным, помни, что я твой любящий Отец. Приходите ко мне, и я помогу вам даже в самых сложных ситуациях. Никогда не забывай моего величия и моей силы. Ищите убежище под моей защитой. Когда ты скорбишь, положись мне на плечо, поделитесь своими опасениями. Когда вы беспокоитесь, доверьте все свои страхи мне, потому что моя благодать и любовь безграничны. Я так тебя люблю, и я здесь, чтобы поддержать тебя. Ты мой сын или дочь, никогда не сомневайся в этом. Ты открыл мне свое сердце, принял меня и полюбил всем сердцем. Это меня очень радует. Поэтому приближайтесь ко мне с уверенностью и говорите со мной откровенно и без страха. Подумай, друг мой, я здесь не для того, чтобы наказывать тебя. Я создал тебя в этом мире, и я выбрал тебя еще до твоего рождения, зная твои проблемы и мечты. Я не сержусь на твои неудачи. Не беги от меня с чувством вины. К кому еще вы обратитесь? Тот, кто признается в любви, но в итоге изменяет тебе. Мое существование не для того, чтобы придираться. Я ищу тебя, когда ты уходишь. Когда ты отворачиваешься от моей любви, я прихожу к тебе и привожу тебя к душевному спокойствию. Пейте живую воду, которую я предлагаю вам, бодрящую и освежающую. Помни, даже в самые мрачные моменты моя любовь к тебе бесконечна. Моя любовь и сила всегда готовы вывести тебя из отчаяния и наполнить твою душу целью и радостью. Верьте в мою глубокую любовь и защиту, ведь так было и будет всегда. Сохраняйте спокойствие, мир и покой.
Вы обновили свое сердце, и вам больше не придется беспокоиться и бояться. Не переживайте из-за невзгод или неприятных новостей. Не будьте парализованы страхом. Если вы обнаружите, что начинаете волноваться, я превращу любое негативное обстоятельство в благословение. Ваш ответ близок. Вскоре я поговорю с твоей душой и раскрою свою волю и решение твоей ситуации. Преклоняя колени в поклонении, это радует мое сердце. Ищи меня в молитве, найди утешение в моих словах. Когда вы чувствуете себя перегруженным обязательствами и не имеете решений, мое обещание дает вам мир и безопасность, необходимые для упорства. Ты преодолеешь все, потому что это мой приказ. Я прошу вас о надежде, преданности, любви, верности и преданности. Подтвердите свою веру в мои способности. Я твое убежище. Внутри меня ты находишь прибежище в любой ситуации. Поверьте мне, я, ваш Бог, всегда являюсь окончательным решением, единственным истинным способом преодоления конфликтов. Я заявляю, у меня есть вера и уверенность, и меня не увлечет страх или сомнение. Вместо этого я буду бороться и продолжать со всей своей решимостью. Даже в минуты слабости я найду силу, преклонив колени перед моим Богом, который всегда меня укрепляет. Тихая атмосфера. Поделитесь со мной своими страхами и близкими, это успокоит ваше сердце. Нет необходимости в страхе или неуверенности. Я здесь, чтобы сдерживать тебя. Получите новую волну сострадания, которую я приношу сегодня. Это подарок, благословение для вас. Это сострадание принесет гармонию в вашу семью, исцеление вашего разума и тела и душевное спокойствие в ваше сердце. Я дал тебе победу над болезнями, бедностью и трудностями. Восстань и сияй. Я провозглашаю мое слово с верой. Подойди, отдохни у меня на плече, хотя бы на короткое мгновение. Я твой Бог, который утешает и утешает тебя. Всякий раз, когда вы закрываете глаза и проливаете слезы, чувствуя себя потерянным, как ребенок, вы, возможно, проснулись этим утром со страхом и грустью, с пустотой в сердце и тревогой. Однако предлагаю тебе святой и чудодейственный напиток, которым является живая вода реки моей. Надеюсь, твоя душа найдет утешение и удовлетворение во мне. Я хочу твоего счастья. Позвольте миру идти своим чередом, но мы с вами воспользуемся этим моментом, чтобы поговорить и послушать. Поделись всем со мной. Я хочу поднять тебя, чтобы ты поднялся с этого места обновленным духом, с сильным сердцем и душой, полной мира и радости. Вокруг тебя так много вещей, пытающихся украсть твою страсть к жизни, но я никогда не оставлю тебя в покое. Я дал тебе свою любовь, свой мир, свое слово и все свои могущественные обещания. И в моем присутствии есть вечный огонь, очищающий всякий грех и нечистоту. Это тот же огонь, который горит в вашем сердце. Пусть сомнения и отчуждение от меня не возобладают. Только дым и пепел останутся там, где когда-то зажглось пламя твоей любви ко мне. Следите за обновлениями. Закройте дверь перед лицом боли и сопротивляйтесь негативным чувствам, которые заложили в вас другие. Вы можете чувствовать себя подавленным и утомленным безразличием тех, кого вы очень любите. Несмотря на все ваши усилия, которые не напрасны,
может показаться, что они вас не узнают и слишком заняты, чтобы проявить хотя бы небольшой жест любви. Я понимаю ваше разочарование и беспокойство. Меня также бросили те, кого я любил. Те, кого я спас, предали меня, отвернулись, а мои самые близкие друзья отказали мне, когда их спросили о наших отношениях. Несмотря ни на что, моя любовь к тебе остается нерушимой. Помните об этом, особенно когда ваши мысли омрачены жизненными трудностями, и вы начинаете сомневаться в моей любви, возможно, думая, что вы вообразили, что чувствуете себя благословленным моей любовью. Возможно, вас заставили поверить, что вы несете ответственность за все, что с вами происходит. Люди могут попытаться заключить вас в тюрьму, пытаясь украсть светлое будущее, которое вы для себя приготовили. Они могут обвинить вас в неудачах, которых вы не совершали, в неудачах, которых вы не помните, и покрыть мнимыми грехами. Если ты примешь его слова, прекрасная жизнь, ожидающая тебя рядом со мной, отступит. Уберите самокритику и вину за ошибки, которые вы уже простили. Я Бог милосердия, любви и прощения. Я понимаю ваше искреннее сожаление. Моя жертва уже очистила тебя. Оставьте позади прошлые сожаления и освободите себя от самоистязаний. Не позволяйте никому занижать вашу самооценку. Я отдал себя ради тебя, чтобы ты мог жить достойно. Ваша личность определяется не словами других, а тем, кем вы себя называете. Выберите человека, которому вы доверяете. Я утверждаю, что ты мой сын или дочь, мой воин, и я уважаю голоса, осуждающие тебя. Вы созданы для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы собирать осколки счастья, брошенные вашими противниками. Ты любима, мое сокровище. Я не пытаюсь наказать вас и не наказываю вас за ваши неудачи. Кто думает, что я пытаюсь их наказать, ошибается. Враг развратил их разум. Поверьте мне, потому что я действительно понимаю ваши чувства. Принеси мне свою печаль и боль. Я рядом с тобой. Я утолю твою жажду и наполню тебя ободряющими словами. Ваш плач превратится в смех. Ваше благословение уже в пути. Моя любовь к тебе вечна, и мое божественное милосердие всегда у тебя под рукой. Мой любимый сын, моя любимая дочь, мы начнем все сначала, потому что каждый день – это новая возможность продолжить путь. Оставьте позади вчерашние проблемы, неудачи и сожаления. Освободите свой разум от ненужного бремени. Освежите свои мысли и откройте для себя новые перспективы. Начните со своих слов. Не вредите себе самокритикой и не сейте семена поражения в своем сердце. Сопротивляйтесь шепоту врага, который пытается убедить вас, что вы не можете измениться, что ваше будущее повторит прошлое, печальное и заброшенное. Он верит в меня. Мое путешествие, в котором я нес крест, имело цель. Мои страдания не были напрасны. Даже после того, как мои друзья покинули меня, я продолжал думать о том, какой может стать твоя жизнь. Я знал о вашей борьбе с начала времен и обещал вам вечную награду и жизнь, полную удовлетворения. Эти чудеса в пределах вашей досягаемости, но вы должны довериться моим словам, чтобы осуществить настоящую трансформацию ума. Не позволяйте негативным мыслям контролировать вас. Я источник твоей жизни.
Позвольте мне показать изменения, которые я могу осуществить, изменение настолько глубокое, что многие едва осознают его. Где печаль, там будет радость. Там, где было отчаяние, появится сильное желание жить, любить и прощать себя. Я уже простил твои ошибки. Примите приглашение начать все сначала. Вместе мы достигнем наших целей. Позвольте мне позаботиться о ваших заботах. Я здесь, чтобы решить все. Доверьтесь мне всем своим сердцем, потому что я говорю непосредственно с вами. Посвятите себя мне каждый день в присутствии моей могущественной любви. Доверьтесь мне, и я буду направлять ваши шаги. Я обеспечу тебя в изобилии, питаю твою душу и буду держать тебя рядом со собой. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Отпустите свою борьбу. Вам не нужно взимать с них плату. Закрой глаза, услышав эти слова, и отдай мне все свои заботы. Оставь свои заботы у моих ног. Вы не потерпите поражения и не столкнетесь с несчастьем. Я здесь, чтобы помочь тебе во всем, но я прошу тебя лишь защитить свое сердце. Не обращайте внимания на слова тех, кто хочет увидеть ваше падение. Не позволяйте им посеять в вас разочарование. Держитесь подальше от тех, кто хочет видеть, как вы страдаете, и от тех, кто отрицает вашу ценность. В моих глазах вы драгоценны и имеете огромную ценность. Я так сильно тебя люблю. Я здесь, чтобы напомнить вам о чудесности моей любви и обо всем, что я могу вам предложить. Вы преодолеете свои трудности и будете освобождены и благословлены. Я простираю к вам свою милость, исцеляю ваши раны и облегчаю вашу боль. Я буду носить тебя каждый день, наполняя божественной радостью и счастьем. Я высушу твои слезы и подарю тебе прекрасную улыбку. Своими устами ты будешь петь и выражать свою любовь ко мне. Те, кто завидовал тебе, увидят, что моя рука защитила тебя. Я с убеждением произношу эти слова, ибо Господь с тобой, как сильный защитник. Вот так спотыкаются ваши преследователи. Я чувствовал разочарование, действовал импульсивно и говорил, не подумав. Возможно, ваши эмоции заставили вас совершать ошибки или, возможно, чувствовать себя отстраненным от меня. Однако я хочу напомнить тебе, что я никогда не отказывался от тебя. Возможно, вы возложили свою надежду на ложную любовь, позволили обманчивым чувствам увлечь вас и попасть в ловушки, но я здесь жду вас. Моя любовь высшая, нерушимая, чистая, бесконечная и совершенная. Я люблю тебя и всегда буду продолжать это делать. Если хотите, позвольте мне повторять это каждое утро. Когда вы впитаете эти слова, ваш дух обновится, и вы окунетесь в чистую воду, очищающую вашу душу. Вам нужны настоящие объятия. Я с нетерпением жду возможности обнять тебя и показать свою непоколебимую решимость продолжать любить тебя, несмотря ни на что. Я знаю твои потребности, они не скрыты от меня. Со мной ты всего добьешься. Без меня твоя душа засохнет. Я слушаю и отвечаю. Я хочу помочь вам преодолеть дефицит и болезни. Вы понимаете? Если вы мне доверяете, напишите в комментариях «Я доверяю Богу». Я люблю тебя, и пока ты слушаешь, я окружаю тебя всей своей любовью.
Оставь все свои заботы мне. Вы всегда будете чувствовать себя лучше. Я посею мир в твоей душе. Пусть день идет своим чередом со взлетами и падениями, но ваш дух остается стойким и мужественным. Находитесь ли вы под солнцем или среди темных облаков, почувствуйте и знайте, что я рядом с вами. Мы идем вместе, и хотя мир пытается украсть твою силу, твою смелость и твою радость, я защищу тебя от жары и бурь. Ваша печаль исчезнет. Слышать мой голос и свое сердце, бьющееся в небесной гармонии, наполненное музыкой и поклонением, когда вы молитесь, где бы вы ни находились, в тишине своей комнаты или посреди трудных испытаний. Я там с тобой. Позвони мне, и я отвечу. Каждый день я буду заново раскрывать вечную, сладкую и божественную любовь, которая тебя окружает. Я открою твои глаза, чтобы увидеть небесные чудеса. Ты услышишь пение ангелов, и когда мой голос коснется твоей души, твое сердце наполнится радостью, мужеством и миром. Я знаю, что все ваши трудности, проблемы и страхи находятся в моей заботе. Не нужно бояться или грустить о прошлом, это уже произошло. Оставь свою боль там. Направьте свои мысли на то, чтобы освободить их от обвинений, вины, страха и печали, которые душили вас и разрушали ваши мечты и стремления. Я родился свыше и теперь вижу свое отражение в твоих глазах. Посмотри на меня и живи настоящим, а не прошлым. Посмотрите вперед, посмотрите на горизонт и представьте будущее благословений, которые я приготовил для вас. Вдохните целебный воздух, обновляющий вашу душу и обновляющий планы в вашем сердце. Не говорите, что вы недостойны или не способны, потому что это меня расстраивает. Меньше сосредотачивайтесь на внешнем виде и больше на воспитании чистых мыслей. Люби меня всем своим существом, телом, душой и разумом. Я отвергаю мысли, оскорбляющие мою святость. Если я могу даровать благословение, то и вы наверняка сможете их получить. Раскрой свои руки, и я наполню их чудесами. Не сомневайтесь, верьте в меня всем своим сердцем и примите эту божественную любовь, которая возвращается к вам каждый день. Оставьте свои тревоги и страхи со мной. Здесь вы всегда найдете комфорт и защиту. Мой мир пронизывает твою душу. Сталкивайтесь каждый день со взлетами и падениями и знайте, что ваш дух остается сильным и мужественным, будь то под солнцем или среди темных облаков. Ты понимаешь и чувствуешь мое присутствие. Мы пройдем этот путь вместе, и хотя мир пытается лишить тебя силы, смелости и счастья, я защищу тебя от невзгод и бурь. Твое отчаяние исчезает, когда ты слышишь мой голос. Когда ваше сердце бьется в небесном ритме, оно наполняется песнями хвалы. Когда вы преклоняете колени в молитве, где бы вы ни находились, в углу дома или в трудной ситуации, я рядом с вами. Позвоните мне, и я отвечу. Я буду продолжать ежедневно раскрывать ту вечную, бесконечную, сладкую и божественную любовь, которая окружает вас. Я открою твои глаза, чтобы увидеть многие небесные чудеса. Вы услышите пение ангелов, и когда мой голос достигнет вас и коснется вашей души, ваше сердце запрыгнет от радости не только с великим мужеством и энергией, но и с глубоким спокойствием. Будьте в безопасности, все ваши битвы, испытания и страхи в моих могучих руках. У вас нет причин бояться или плакать.
Прошлое есть прошлое. Оставьте свою боль позади и направьте свои мысли на свободу, свободную от обвинений, вины, страха и печали, которые душили вас и попирали ваши мечты и стремления. Теперь, рожденный заново, я вижу свое отражение в твоих глазах в этот настоящий момент. Посмотрите на меня, погрузитесь в настоящее и оставьте прошлое позади. Посмотрите вперед и взгляните на горизонт, полный обещаний, которые я нарисовал для вас. Дышите глубоко и позвольте этому лечебному аромату поднять вам настроение и возобновить мечты вашего сердца. Посмотрите на возможности, которые у вас под рукой, и на обильные подарки, которые ждут вас и вашу семью. Не поддавайтесь никчемности или чувству неполноценности, это меня огорчает. Сосредоточьтесь меньше на внешнем виде и больше на чистых мыслях. Люби меня всем своим существом, своим телом, душой и преданностью, всем своим разумом. Избавьтесь от представлений, умаляющих мою святость. Если вы готовы давать благословения, вы, несомненно, способны их получить. Сколько раз я слышал, что для меня нет ничего невозможного. Однако я хотел бы видеть вашу непоколебимую преданность и непоколебимое внимание к моему слову. Пусть дух сомнения исчезнет, ибо я не человек, который лжет. Когда я признаюсь тебе в своей бесконечной любви, это движет вечной и непоколебимой страстью. Многие люди вокруг вас привыкли слышать негативные сообщения, думая, что они мне не нравятся, и их постоянно беспощадно осуждают. Вы можете чувствовать себя недостойным, но почему вы так думаете? Как мне перестать любить тебя? Обратите внимание внимательно, как я пытаюсь общаться с вами разными способами. Будьте бдительны, потому что мое послание повсюду, куда бы вы ни посмотрели. Я хочу, чтобы твои глаза видели и твое сердце понимало, что я сделаю все возможное, чтобы ты почувствовал уверенность в настоящей любви, которую я испытываю к тебе. Вы уже открыли свое сердце, чтобы понять, что вас любят. У меня есть слова, которые будут способствовать вашему росту, придадут сил, оставят глубокий след в вашей душе и всегда будут напоминать вам, как сильно я забочусь о вас. Привыкайте к этому радиоактивному слову «любовь, любовь, любовь». Повторите вслух. Пусть ваше сердце почувствует это. Сделайте это сейчас, и вы увидите, что бремя прошлого исчезнет, а на его месте появятся новые силы и обновленные чувства, как и те, кто доверял мне на протяжении всей истории. Добро пожаловать в вашу новую жизнь, полную силы и чудес. Вы услышите больше от меня и увидите признаки моего присутствия, большие и малые. Ваша семья также научится ценить то, что раньше игнорировала, дар вашей смелой веры. Мой Святой Дух окутывает вас нежностью и изливает благословение на вашу жизнь, ваш день и ваш дом. Если вы принимаете эти благословения с открытым сердцем, покажите это в комментариях, написав «Я принимаю их, Господь». Мой дорогой сын/дочь, я пришел от всего сердца пригласить тебя на особую молитву, молитву Господню, которой я научил тебя с великой верой. Помолимся вместе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да будет воля Твоя на земле, как и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши. Тоже делай. И прости согрешившим против нас, и не введи нас в искушение, но избавь нас от зла.
сын мой, дочь моя, если ты зашел так далеко, не переставай выражать свою благодарность Господу, написав в комментариях «Хвала Богу». Если это сообщение трогает ваше сердце, поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей. Будучи каналом благословений Святого Духа, вы можете принести утешение и надежду тому, кто в этом нуждается, даже если вы об этом не знаете. Так что делайте это с уверенностью, потому что наибольшим выгодоприобретателем останетесь вы. Аминь. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу сказать вам, что я так счастлив и благодарен, что вы уделяете несколько минут своего дня, чтобы пообщаться со мной. Надеюсь, вы понимаете важность этого момента в вашей жизни и полностью ему доверяете, потому что грядет удивительная трансформация. Знай, я буду намного счастливее, если ты решишь проводить со мной больше времени. Просто нажмите на видео, которое появится на вашем экране. Я жду тебя там, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я формирую ваше сердце и душу для будущего, полного успеха. С каждым вздохом я укрепляю вашу решимость и питаю вашу веру, чтобы вы оставались стойкими в моих учениях, уверенными и решительными. Представьте себя в доспехах непреодолимой храбрости, воина с духом, сильным, как стальная крепость. Никакая сильная сила не сможет вас сломить. Подумай о бордах, восстающих против тебя, но посреди этого смятения я шепчу тебе на ухо священную истину, тайну, предназначенную только для тебя. Этот факт является свидетельством моей безграничной любви к тебе. Держите это глубоко в своем сердце, потому что вы были избраны смело выступать во имя мое. Получите возможность совершать удивительные вещи, достигать величия и вечно поддерживать пламя своих мечтаний и стремлений. Придерживаясь видения светлого будущего. Убежденно подтвердите эту истину, и пусть ваш голос эхом разнесется по небесам. Я не слабый, я символ силы, мудрости и мужества, я готов встретить и преодолеть любой вызов, конфликт или невзгоды, которые могут возникнуть в этот день. Может принести, я не боюсь. Я склоняюсь перед своими противниками и стою твердо, всегда готовый к битве, моя вера сияет ярко, и меч истины всегда под рукой, уверенный, что мои мечты сбудутся. Я здесь сегодня, чтобы поговорить с вами, потому что вы – живой символ этой удивительной силы. Никогда не сомневайся в своей ценности и не удивляйся потенциалу, который таишь в себе, мой любимый сын, моя любимая дочь. Каждый новый день я прихожу к вам, чтобы обновить ваш дух и напомнить вам о вашей смелости и силе в ежедневных битвах, с которыми вы сталкиваетесь. Вам важно знать, что, несмотря на все попытки ваших оппонентов расстроить вас и подорвать вашу уверенность в себе, я всегда рядом с вами, протягиваю руку, чтобы обеспечить вашу победу. Каждое слово ободрения, которое я даю вам, и каждое семя веры, которое я сажаю в ваше сердце, питает и укрепляет ваш дух. Чувствуете ли вы, как внутри вас растет энергия? Если да, поделитесь этим со мной в комментариях, сказав «Слава Богу». Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, все, что тебе нужно сделать, это выразить свое желание, и моя доброта исполнит его. Я говорю с вами не о мимолетных желаниях или материальных благах, а о чудесах, безусловной любви, исцелении вашей души, обильном обеспечении и прощении. Я не только даю тебе то, что тебе нужно, но даже больше, потому что ты научился мудро использовать таланты, которые я тебе доверил.
Не тратьте их на временные вещи, а вложите их в то, что действительно вас обогащает. Если вы справитесь с этим мудро, вы увидите приток благословений, превосходящий ваше воображение. Покажи мне свою искренность. Я живу как настоящий герой, храбрый и стремящийся выполнить свою волю. Через вас чудеса достигнут народов. Лечение дойдет до пациентов, благословение будет распространено на детей и пожилых людей. Голодные будут накормлены, а угнетенные будут освобождены. Ваша семья также станет проводником моей силы, где вы глубоко испытаете необыкновенное. Это благодать, которая окружает тех, кто любит меня, кто не прячется за оправданиями, но сдается с непоколебимой верой в мою любовь и мои способности. Эти слова для тебя словно маяк, освещающий новый путь. Вы не заблудитесь и не запутаетесь. Сегодня я здесь, чтобы провести вас в мир чудес. У ваших детей будут видения, а у взрослых будут необычные сны. Ваши духовные глаза будут открыты для тайн, которые другие не видят, раскрытых благодаря вашей сильной вере. Но я хочу видеть тебя в молитве на рассвете и вечером, и ты ищешь меня без перерыва. Что ж, шаг за шагом я буду отвечать на ваши просьбы. Стремитесь искренне выразить свою благодарность за каждое благословение, которое вы получаете, и стремитесь увидеть еще большую радость, когда вы оставляете себя для меня, веря, что я припас для вас что-то лучшее. Теперь позвольте мне стать свидетелем роста вашего сердца. Прослушав это сообщение, запишите причины быть благодарными. Если вы ничего не нашли, вспомните случаи, когда вы чудесным образом решали свои проблемы. Подумайте о тех случаях, когда вы присутствовали, даже когда чувствовали себя отстраненными. А теперь напишите в комментариях «Спасибо Богу за все твои благословения» с сердцем, полным благодарности. Почувствуйте, как ваша душа поднимается от мужества и божественного дыхания. Я глубоко вовлечен в вашу жизнь. Пусть ваша вера будет непоколебимой, а ваше сердце мирным. Мне очень хочется обнять тебя и поговорить с тобой, чтобы ты мог услышать мой голос и увидеть мои действия, подтверждающие мою любовь к тебе. Каждый новый день приносит новые испытания, но я здесь, рядом с вами, утром или вечером, чтобы укрепить вас и провести через все испытания. Даже когда вы сталкиваетесь с новыми препятствиями, моя милость обновляется. Я готов окутать вас моей силой и славой, позволяя вам выстоять. Я рад видеть, что ваша вера теперь сильнее, чем когда-либо, и вы бесстрашны перед лицом любых невзгод. Я чувствую себя в безопасности и уверенности, потому что твоя любовь ко мне выросла, и ты переживаешь трансформацию. Вы готовы выйти на новый уровень. Ваша личность повзрослела, и ваша вера укрепилась. Воспользуйтесь этим дыханием. Почувствуй мою силу, которая позволяет тебе смело двигаться вперед. Отныне ничто не остановит вас. Вы приняли мое слово и сдержали мое обещание с непоколебимой верой. Доверьтесь великому плану, который я приготовил для вас, потому что вам суждено достичь величия. Не позволяйте текущим обстоятельствам разочаровывать себя. Отправьте легион небесных ангелов, чтобы они помогли вам на пути к победе. Наблюдайте, как вы побеждаете во всех сферах жизни, заставляя своих противников отступать в поражение. Наполнитесь смелостью. Помните, что вы не только выживаете,
но и процветаете под моим присмотром. Ваша вера в мое слово и ваше непоколебимое доверие моим обещаниям – ваша защита и сила. Вы созданы, чтобы достигать необыкновенных высот и преодолевать любые препятствия. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь этапы достижения вашей божественной цели. Мои ангелы рядом с вами, обеспечивая ваш успех во всех начинаниях. Гнев противника будет бесполезен перед лицом вашей смелости и моей непоколебимой поддержки. Будьте стойкими и уверенными в себе, ведь с каждым вашим шагом вы будете приближаться к достижению своей божественной цели. Ваша вера в меня ведет вас по пути постоянного прогресса. Вы не одиноки в этом путешествии. Я всегда с вами, предлагая вам силу и поддержку. Воспользуйтесь этим моментом, потому что вы собираетесь стать свидетелем чудес, превосходящих ваше воображение. Пусть ваше сердце наполнится мужеством и возрадуется уверенности в моей вечной любви и поддержке. Оставайтесь твердыми и решительными. Ты мой избранный воин, победитель многих сражений, проявивший мужество и успех. Твоя жизнь процветает благодаря твоей непоколебимой вере в меня, и это наполняет меня счастьем. Видя, как ты понимаешь, что я выбрал тебя, чтобы показать миру мои чудеса и быть живым свидетельством моей удивительной силы внутри тебя, это делает меня счастливым. Вы процветаете, и в этом росте ваша жизнь защищена, ваша семья защищена, а ваше сердце переполняется смелостью и радостью в жизни, в трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, и в вашем служении мне. Я очень ценю вашу преданность делу и искреннее желание поставить меня превыше всего. Ожидайте обильных благословений. Когда вы будете искать меня в молитве, поклонении и хвале, ваши слова глубоко тронут мое сердце. Мне нравится слышать твои слова любви, и я знаю, насколько они искренни. Вы много раз показывали это своей верой и действиями. Каждый день ты подтверждаешь, что я важен в твоей жизни и что ты можешь положиться на меня, любовь моя. Я тоже испытываю к тебе огромную любовь. Сегодня я хочу предложить вам отбросить свои заботы и проводить больше времени со мной. В эти моменты общения я делюсь с вами своей благодатью и благословениями. Здесь я укрепляю твое сердце и раскрываю, насколько глубока моя любовь к тебе. Мое истинное желание – направить вас в лучшее место, чтобы вы могли процветать даже в трудные времена и превратить свою жизнь в источник света и надежды для других. Моя любовь будет твоей поддержкой в трудную минуту. Знайте, что вы никогда не одиноки, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами. Вы не будете уничтожены. Это обещание и благословение, которые я предлагаю тем, кто любит меня, тем, кто считает меня своим Богом и Господом. Сделайте это сейчас и заявите в комментариях: «Бог – Господь моей жизни». Я рад, что ты мой сын или дочь. Будьте счастливы, зная, что вы можете прийти ко мне за своими нуждами. Пусть твоя душа наполнится миром, моим словом и моей волей, зная, что я всегда слышу твои молитвы и отвечу на них. Поверьте, если мне кажется, что я тороплюсь, то это потому, что я готовлю все самое лучшее для вашего будущего, вашей семьи и вашей души, чтобы вы могли добиться успеха во всех областях. Придите, ощутите мою благодать и возрадуйтесь моей милости. Найдите минутку, чтобы насладиться моим присутствием.
Позвольте себе быть окутанным моей славой. Я чувствую себя таким счастливым, когда ты думаешь обо мне, даже в самые загруженные моменты твоего дня. Каждый раз, когда вы закроете глаза, даже на короткое время, и скажете мне несколько слов, вы почувствуете, как тепло моей любви наполняет ваше сердце, а мой мир успокаивает вашу душу. Моя любовь к тебе непоколебима, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся вместе. Каждая трудность, через которую мы проходим, укрепляет вас. Может возникнуть множество сложных ситуаций, но ваша вера в меня придает вам смелости. Не позволяйте трудностям напугать вас. Посмотрите им прямо в глаза и сосредоточьтесь на моих обещаниях и словах, которыми я поделился, чтобы ободрить ваше сердце. Я никогда не отказывался от тебя в трудные минуты. Я всегда рядом с тобой, облегчая бремя твоей души и заменяя горе радостью. Если ты искренне ищешь меня каждый день, если ты находишь минутку, чтобы побыть в моем присутствии, и если ты предаешь свое сердце истинному поклонению, и если ты взываешь ко мне всей своей душой, знай, что я услышу тебя и подниму тебя. Я полностью осознаю все, через что вам приходится пройти. Я чувствую твои чувства, когда ты доверяешь мне, когда ты делишься со мной своими переживаниями, и когда ты доверяешь свое будущее и планы в мои руки. На небесах для тебя праздник, и ангелы посланы, чтобы защитить тебя. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, будут преодолены не вашей силой или мудростью, а силой моего духа. Вы выйдете победителем из любого испытания. Я всегда рядом с теми, кого люблю, и благословляю тех, у кого есть смелость верить. С другой стороны, те, кто позволяет негативу затуманивать свои мысли, кто игнорирует мою истину и недооценивает любовь, ищущую исцеления и спасения, не будут благословлены так же, как те, кто истинно верят в меня и ищут меня всем своим сердцем. Я внимателен к вашим молитвам, особенно во времена отчаяния. Вскоре вы увидите, как будут даны ответы на ваши просьбы и как вы будете укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, смиряйся перед мной. Сохраняйте свою веру непоколебимой и подтвердите свою преданность мне, и никакое зло не достигнет вас. Ты под моей защитой даже в трудную минуту. Продолжайте верить этому обещанию. Если кто-то уходит из вашей жизни, если закрывается дверь, если вы теряете что-то материальное, не отчаивайтесь. Ты все еще здесь, я люблю тебя и всегда рядом с тобой. Ты занимаешь особое место в моем сердце, как и я занимаю особое место в твоем. Выразите свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Моя воля исцелить тебя, успокоить твою душу и наполнить тебя моим Святым Духом. Я понимаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и я также надеюсь, что вы обретете покой и ни в чем не будете нуждаться, добросовестно, без страха и удивления выполняя свои повседневные задачи, и что вы почувствуете глубокую любовь и защиту вашего Небесного Отца. Изменения, через которые вы проходите, препятствия, которые устраняются, негативные люди, которые отталкиваются, все это работа моей могущественной руки. Не прекращайте свою деятельность и не поддавайтесь страху перед неизвестным. Оставайтесь на связи со мной посредством молитвы и благодарения. Я вложил в вас полную любовь, где вы всегда и при любых обстоятельствах будете чувствовать себя ценными и в безопасности.
Куда бы я ни пошел, я искореняю чувство одиночества и глубокую пустоту внутри тебя. Те голоса, что шепчут о надвигающейся беде, и если предательство довело тебя до слез, то теперь ты будешь окутан моей славой. Я здесь, чтобы прошептать любовь в твое сердце, перевязать твои раны, поднять тебя с земли и направить к светлому будущему. Не беспокойтесь о тех, кто не осознает вашей ценности. Освободите из своего сердца тех, кто причинил вам боль. Если они решат уйти, отпустите их. Если вы хотите вернуться, подумайте хорошенько. Будьте осторожны с теми, кто слишком быстро отдает свою привязанность. Девушка, дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях, написав «Мне нужно было это услышать». Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Я беспокоюсь о вашем сердце и эмоциональном благополучии. Позвольте мне позаботиться обо всем по-своему. Будьте терпеливы, учитывая, сколько времени это займет. Не ждите, пока ваша рана вернется. Вместо этого знайте себе цену, относитесь к себе доброжелательно и носите с собой чувство гордости. Я здесь, чтобы направлять, защищать и заботиться о вашем сердце, как голубь заботится о своих птенцах. Ваша душа будет спасена. Ваша душа почувствует облегчение. Многие тайны будут раскрыты в будущем, но сейчас я желаю вам увидеть проблеск рая здесь, на земле. Чувство вечной любви и божественной нежности, превосходящее самые яркие звезды, окутывает вас теплыми и сияющими объятиями. Я хочу благословлять тебя, любить тебя и защищать тебя. Доверься ему. Позвольте мне действовать. Я полностью доверяю и глубоко люблю своего Верховного Бога. Прошу вас не отвергать мои исправления, прислушиваться к моим сообщениям и уделять мне все свое внимание. Не позволяйте гордости наполнить ваше сердце. Желаю тебе быть скромным и простым, как я. Пришло время вам подняться, оставить ошибки прошлого позади и сохранить свою веру непоколебимой. Перестаньте смотреть вниз, поднимите свое лицо и приготовьтесь насладиться грядущими благословениями, потому что я, ваш Небесный Отец, избрал вас для получения моего наследия. Вы уйдете с силой, необходимой для того, чтобы сосредоточиться на моем слове и предпринять действия, способствующие вашему росту, используя свою энергию, чтобы принести радость тем, кого вы любите. Многие люди были рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Есть также те, кто в этом нуждается, и вы можете быть им помощью. Я могу использовать вас как инструмент благословения для всего вашего сообщества, чтобы вы были признаны примером справедливости и честности. Ваше сердце великодушно, и до конца этой недели вас ждут великие события. Спасибо за внимание к этому сообщению. Теперь на экране этого видео вы получили сигнал. Позвольте своей интуиции определить, какое божественное послание вы должны получить следующим. Спасибо, что зашли так далеко. Теперь мы обращаемся с особой просьбой. Поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум с 3 группами в WhatsApp, чтобы Слово Господне могло легче достичь тех, кто в нем нуждается. Будьте здоровы!